У каждого человека свой путь, свое призвание. Я, Киртаева Назигуль Сагатбековна, учитель истории Талгарского колледжа агробизнеса и менеджмента имени Бисибаева. Я выбрала эту профессию в первую очередь потому, что я очень люблю детей. Стать учителем была моей мечтой со школьных лет. И призванием учителя я горжусь. Мой мир, мир учителя, мой социум покоится на 3 незыблемых китах. Это моя семья, мои ученики и мой коллектив. Что значит для меня моя семья? Это крепость, спасение от трудностей, опора и поддержка, защита от неприятностей мира. Моя крепкая семья дарит тепло, уют, спокойствие. Ведь дома меня окружают родные люди, супруг, дочка и сын, которые любят, понимают, те люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Я думаю, в моей семье главное – это уважение, бережное отношение друг к другу и взаимопонимание. Я по-настоящему богатый человек, ведь со мной рядом еще любящая меня мама. А еще, как и полагается большим семьям, дяди, тети, братья и сестры, племянники. Как говорят казахи, «Ағайының көп болса, адам тимес». Что значит, если у тебя родственников много, никто тебя не обидит. И в этом смысле я спокойна. Источник вдохновения и радости для меня – это еще мои ученики. Сенека утверждал: «Уча других, мы учимся сами». Я счастлива, что у меня есть эта возможность. Ведь отдавая себя ученикам, можно получить гораздо больше. А для этого я стараюсь вырабатывать в себе такие качества, как терпимость, такт, внимательность, ответственность, доброжелательность, богатое воображение и безграничная фантазия. Проще говоря, развивать и совершенствовать собственную личность, а взамен благодарные, горящие глаза моих учеников, являющиеся для меня источником радости, человеческого общения, счастья погружения в мир подростков, возможность благодарные, горящие глаза моих учеников, являющиеся для меня источником радости, человеческого общения, счастья погружения в мир подростков, возможность заглянуть в будущее. Ведь самое главное – любить детей. Любить значит принимать их не как запрограммированных существ, а личностей со своими характерами, темпераментом, привычками. Я пришла к пониманию, что не только я, педагог, учу студента, но и мой ученик, несмотря на свой небольшой жизненный опыт, помогает мне постичь жизнь. Получается, что мы учимся одновременно. Третья составляющая моего социума – это мой коллектив. Большую часть своей жизни, тем более педагог, проводит на работе. И в этом смысле я не исключение. Важен ли коллектив на работе? Конечно же. Очень важно, с каким настроением идешь на работу, как тебя там встречают. Коллектив – это вторая семья, с которой мы проводим очень много времени. Поэтому благоприятный климат внутри коллектива очень важен. Я бы даже сказала, что это один из ключевых критериев оценки места работы. От коллектива зависит психологический микроклимат, распределение прав и обязанностей, взаимовыручка или ее отсутствие. Мы все такие разные, но нас объединило одно – это наш колледж. Добрые слова коллег, благодарность учеников и их родителей придают мне силы, вдохновляют на творческий труд, на благо нашего колледжа и желание работать дальше. Сохранить свою духовность – в этом ключ сохранения социума и наших отношений в нем. Социум выдвигает конкретные требования. Будь сильной, терпеливой, энергичной. Не ленись. Справлюсь ли я с этими требованиями? Время покажет.